этом месте должен был Это стоять. Мигулай Ильбек, да? Памятник. Мы 4 года назад приехали в 2017 году. Здесь встретились местными культурными деятелями с Анатолием Ухтияровым. Собрались в школе, учителя поддержали этот проект. Тогда мы договорились, даже колышек забили. Вот на этом месте он должен был стоять. Вот это. Мигулай Ильбек вот здесь, возле школы должен был стоять, да? Ну да, тогда была такая договоренность. То есть это был бы очень знаменательно для всех учеников. Ну да, ну было бы неплохо, Школьников, потому что он здесь этих... родился, это его малая родина, честно говоря. Да. Здесь он родился, его дом стоял, недавно разобрали. У меня есть фильм, который я представлю, покажу еще. Говоря, гордость для тех, кто здесь рождается, живет, продолжает эту жизнь. Потому что знаменитый земляк — это не пустые слова. Потому что у меня тоже в Тимирчанах вот герои, ученые, первая чувашская поэтесса. Это я горжусь этим, понимаете? Так, ну теперь здесь памятника нет. Вот вы сегодня будете устанавливать памятник, это уже будет в Шамуршах. Так судьба распорядилась. Так. В районном центре он тоже, вернее, не чужой, может быть даже более уместный, потому что он, когда закончил техникум педагогический, он преподавал там 4 года, потом только в город. В Шамуршах. Да, в Шамуршах. Понятно. А вы, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас звать, величать? Купрянова Алексея Николаевна. Я Олег Самана, я с Чебоксары, интернет-вещание Самана ТВ. Это Очень приятно. в интернете, в Ютубе, Одноклассники. Ну вот мы приехали, вспоминаем о прошлом, что была договоренность вот здесь установить памятник. Памятника нет. Да. Дети не получили дополнительную полезную воспитательную информацию. Ну а вы сами что можете сказать по поводу случая вот этого? Ну, это из нашей деревни, он вырос здесь. Мигулай Ильбек. Да. Чё могу А сказать? какие он произведения написал, помните, нет? Да, черный хлеб по-русски. Куражигар, да. 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 Потом Вот его роман «Тимер» читали, да? Да. Он уже к концу жизни, вернее, написал роман «Тимер». Что характерно, я Вот, тоже вот, одну из книг назвал Николай «Тимер». Григорьевич, вот, Еще не знаю. Николай Григорьевич, вот смотрите, дети идут. Да, Вот я- эти дети могли бы видеть здесь памятник Мигулая Ильбек, Это писателя. потомки великого нашего чувашского писателя Мигулая Ильбек. Ну вот они не приглашаем увидели вас этого сегодня на памятника. открытие памятника перед школой в Шамуршах. Милости просим, давайте Подрастут приезжайте. ваши дети, давайте приводите. Да. Вы тогда были, да, когда мы говорили об этом? Да? Вот, учителя одобрили, главное, а так Олег, ты как-то выразился, по велению судьбы там, или иронии судьбы получилось так, что он тут уже не стоит, он стоит уже в Шамуршах, он уже стоит, мы сегодня установили, через 2 часа открытие официально. Полагаю, что там мог быть Ну, академия, условно, школа, это национальная академия, да, да? художественная школа, но это школа. уровень-то национальный, потому что для народа же. Понятно, спасибо. Ну вот, мы едем в Убеево. Да, родина Уби-Батыра. 2 года назад установили. Короткая справка. Вот что пишет наш народный писатель, историк Михаил Николаевич Юхма-Миши. Здесь мне хочется порассуждать о самом этнониме Уби. Внимательный читатель, наверное, заметил, что я везде, когда описываю древнечувашские племена, упоминаю племя Уби. Я убежден, что племя под таким названием существовало еще в древние времена. Даже в Авесте, на страницах Великой книги зороастризма есть упоминание области Уба. Ахура Мазда, Ахура Мажак создал 16 благословенных стран. 16-я страна, называемая Уби, можно предположить убинцами, то есть жителями Уби. Они жили в Месопотамии, или в древнем Эламе, или в других местах. Встречались с теми племенами, которые впоследствии вошли в чувашский этнос.
Был город-государство Уби-Аржак. Получается, как и в Волжской Болгарии, или народ был назван именем города, или город именем народа. Можно предположить, что в X-IX веках до новой эры, после какой-то глобальной катастрофы, это племя очутилось на территории Турана, где, соприкасаясь с остальными племенами, начал образовываться будущий чувашский этнос. Информации нет. Вот мы едем по деревне Убеево. Вот я вижу, впереди церквушка у нас. Ну, без этого мы не можем. Потому что это и есть, наверное, та, в смысле, кульминация, то звено, которое связывает Россию-матушку с другими народами. Ну да, Православными. Церквушка. Вот школа. Здесь при школьном музее есть мои работы. Есть бюст Дементьева, министра авиационной промышленности. Еще с тех времен. Тогда я лепил тоже его 40 лет тому назад. А сейчас Дементьева в прошлом году установили Я помню кадры. в Чувашском Соплыке. Мы, кстати, туда подъедем еще. Ты сам это увидишь лично. Вот хороший дом, теплый дом называется. Молодцы. Вот это собрали детей обездоленных. Собрали в теплом доме. Просто само понятие теплый дом, это уже как-то теплее становится на душе, да? Так это что, типа интерната, что ли? Или что? Ну да, типа интерната, детдома, теплый дом. А назови детдом, унизительно, да ведь? А теплый дом, это по-домашнему звучит. Отношение уже другое. На святой земле великого чувашского богатыря Уби-Батыр. В свое время привел от разорения монголо-татарами свой народ на эту землю. Этих деревень рядом с Убеево 5 или 6 поселений. И я думаю, для всех этих деревень, братьев-побратимов, одна эволюционная история с именем Уби-Батыр. Свои первые серьезные скульптурные проекты Николай Григорьевич Кондрашкин начал выполнять еще в студенческие годы в городе Чебоксары. Он уже тогда с удовольствием лепил барельефы и реставрировал памятники Ленина для школ, партийных организаций в ближайших районах. Сразу после института он изваял свой первый памятник Василию Ивановичу Чапаеву для колхоза имени Чапаева в селе Старое Убеи Республики Татарстан. Ровно 35 лет тому назад, в честь 40-летия Великого юбилея Победы, скульптор Николай Кондрашкин выполняет свои первые монументальные скульптурные сооружения в Ульяновской области и Дрожжановском районе Республики Татарстан. С тех пор им создано более 100 образов выдающихся сыновей и дочерей своего народа. Установлено десятки монументальных памятных сооружений в разных регионах России, Крыму, на Тамане, Болгарии и Казахстане. Только в Республике Татарстан и Чувашии более 40 памятников выдающимся представителям народа, заступникам народа, ученым, поэтам, писателям и героям войны. Среди значимых его работ это памятник чувашскому букварю в образе первого ученика Яковлева, чувашского учителя Алексея Рекеева в селе Средние Тимирцяны. Скульптор преподнес в качестве подарка своей малой родине, где в 1872 году был апробирован первый чувашский букварь.
Значит, в 2015 году мне было поручено создать аллею героев Дрожжиновского района. Поэтому за короткий срок, в течение лета, мы изготовили 16 скульптурных фигур этих героев. 16 за лето, Олег. Это, в смысле, впервые я тогда испытал, вернее, как бы... Удовлетворение. Да, чувство собственного достоинства. Ведь 16 героев, там даже члены Союза художников отказались от этого. 16 мы за 3 месяца не успеем. Я взял, вернее, апробировал и не жалею. Мы справились с этим делом. Потому что вовремя, значит, к юбилею мы установили эти памятники. 2 героев я лепил с натуры. Это один герой из Ульяновска, который, знает, полный кавалер Ордена Славы. Это стоит вот здесь он, на краю. Ну, там фамилию мы увидим. И герой герой России Хайруллин. Дажинур. Потому что я лично с ним знаком и горжусь этим героем. Он вторым пилотом самолета в Таджикистане, который угнали, попали в Афганистане. Да, в Афганистане захватили самолет, и эти ребят сумели угнать, понимаешь? Из плена они улетели. Из плена, да, из плена. Я помню это. Это настолько, это вот истинный герой. Ну вот второй пилот был Хайруллин. Дождь пошел, немножко портит эту форму, видишь как. Но это не беда. Он вышел очень похожим. Когда на открытии подходит глава администрации, свита, подошли, он с цветами возложил, стоит, смотрит туда и на меня, и улыбается. Я говорю, ну что, я не испортил вас? Он говорит, нет, подошел, пожал руку, мне приятно было. В смысле, вся эта колонна, она появилась именно вот в тот год. После этого глава администрации Шадриков, Александр Шадриков, пригласил меня буквально через год. Я сделал аллею просветителей Дрожжиновского района. Туда вошли, значит, 2 татарских культурных деятелей, поэты, писатели и 2 чуваш. Это, значит, Миронов вошел туда. Павел Миронов, один из лучших учеников Яковлева, и вошел наш современник Анатолий Чабанов, вот, чувашский писатель, поэт, прозаик, мой современник, с которым я лично был знаком. Они там, мы сейчас увидим его. Соло в деревнях, поэтому я бы хотела остановиться на оказании первичной медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта «Здоровье фельдшерских, акушерские пункты, мобильные медицинские комплексы». Вот, уважаемый Аксакал Шариф Мадарис, это выдающийся татарский писатель, поэт. Это наш ульяновский Чабанов Анатолий Сафронович, драматург, уроженец Новые Шигали. Глава администрации лично задает вопрос мне после сдачи аллеи героев. Буквально на банкете, значит, отмечаем открытие. Он говорит, Николай Григорьевич, а будете устанавливать памятник Чабанову? Я говорю, так он у меня уже давно готов. Я говорю, я ждал этого вопроса давно, но поддержки не было. Потому что вот такие люди с поддержки рождаются новые проекты. Тоже закинули, это татарский выдающийся поэт. А здесь, судя по всему, Олег,
здесь, судя по всему, голуби наделали. Потому что эта судьба памятников такова, что... Потому что частенько так бывает. Даже Пушкин вот в таком состоянии. Это Павел Миронов, наш один из великих просветителей чувашского народа. Один из лучших учеников Яковлева. Математик, публицист, уроженец Новой Ильмала. Рожден 1861, в 1921 году он погиб. Потому что я бывал, вернее, Ну, ты понимаешь, в городе Уфа, птица, там- наверное, понимает, на кого можно сесть, а на кого нельзя. ну понятно. Так что простим этих птиц. Нет, птицы тоже это божья тварь, понимаешь? Да, Они любят божья его. тварь. Потому что на Пушкине не зря же постоянно там сидят и чистят. Там есть специальные люди, а тут, видно, руки не доходят. Они решили, администрации, говорят, Николай Григорьевич, мы убираем памятник. Посмотрите, пожалуйста, проанализируйте, можно ли ее восстанавливать. Я взял топор, лестницу поставили, поднялся, простучал, трещин много было, рука отломлена. Но, однако же, сумели сохранить мы ее. Потом директором школы, в одной из школ Дрожжиновских деревень. Поэтому Николай Григорьевич, мы его сохранили. вот у меня вызывает удивление, вот это Дрожжаной, это же не город. Ну, А здесь у меня тоже вызывает восхищение, потому что восторг, смотрите, в Дрожжаном были такие руководители, как Шадриков, мои друзья. Я не зря сказал, мой младший брат здесь работает учителем. Поэтому есть конкретные люди, которые борются, которые поднимают культуру. Вот этот памятник мы установили с моим другом тоже 40 лет тому назад. Один из моих памятников был Кузнецов, Жора Кузнецов. Парень такой же активный, вернее энергичный. Он подходит ко мне: Николай, вот у меня есть заказ, мы наглядную агитацию делали. Мне памятник поручили, но, говорит, я не сумею. Поможешь? Я говорю, не только помогу. Мы изваяли вот эти два барельефа тогда, отлили его в бетоне, привезли, установили. С тех пор, в смысле, он прошел дважды реконструкцию. Вот. Так что да, просто удивительно. едем опаздывать. Нет, нет. Ну да. Вот, снимать Это- он будет тихо. Это парк Петра Дементьева, Петра Васильевича. Сначала хотели бюст устанавливать здесь, а потом решили на Малой Родине, где он родился, восстановили его дом, где он родился. Это Саплыке. Забудь заезжать не будем. И мы в течение каких-то 2 недель сумели создать образ и установить этот памятник. Вот туда соскочим сейчас на 3 минуты буквально. Петр Васильевич Дементьев. Твой труд. Вернее, ушел министром экологии Татарстана. Но он помнил наши разговоры о том, что мы должны установить памятник на Малой Родине, в смысле, где он родился, у своего дома. И звонит мне: Николай Григорьевич, вот есть у нас такое желание, мы как? Я говорю, все с удовольствием. В течение 2 недель мы создали его, и состоялось открытие. Хорошо, кто при жизни был Петр Васильевич Дементьев? Кем он был? Кем Кем? являлся для Он- страны? Он всю свою жизнь посвятил авиации, советской авиации. Он свои молодые годы, 28 лет, если не соврал, значит, с молодых лет, значит, посвящал становлению авиации Советского Союза. Он долго проработал, 30 с лишним лет, по-моему, министром авиационной промышленности. Создавал авиационные заводы и прочее, все это. То есть это еще было при Сталине. Да. Ну и после Сталина он скончался в каком году? Мы же помним его, всего лишь в 1977 году.
Вот. В те годы уже он замышлял новые авиационные заводы, вернее, в Казани, То Ульяновске. есть оборона страны... Да, зависела- оборону страны, конечно, укреплял, потому зависело что от этого. авиация, космос это взаимосвязано. зависело от Потому него. что Истемирчан Иван Иванович Корнилов создавал для авиации, для космоса легкие твердые сплавы, сплав титан, потому что эти Здравствуйте, люди, дети, здравствуйте. наши земляки, потому что это гордость чувашского народа. Здравствуйте, дети. Вы были на открытии памятника дяде Пете? Дяде Пете, Василию Дементьеву, не были? А вот сейчас постойте. А вот они еще тогда были Вот. совсем маленькие, а Дети сейчас были подросли. здесь, половина из тех, которые принимали, дети, школьники стоят. Здесь детский сад, они в прошлом году были в детский Это- сад, а вообще были Это ребята. молодые великие. Это великий дедушка, который создавал самолеты. Не такие, даже огромные, очень большие самолеты, на которых летают. А вот этот умеет летать? Ну что ж, что может добавить? Ну, он уже никуда не улетит, коль здесь стоит. Гулай-Ульбек, Шамуша. Так что приезжайте туда. У меня время вышло, время час. Там уже собрались, народ ждет. Ну что, детишки, до свидания. До свидания. До До свидания, новых ребят. встреч. Растите, будьте летчиками, будьте министрами, будьте художниками, будьте скульпторами, будьте журналистами, как вот дядя. Будете и Молодцы. Спасибо, до свидания. До свидания. успехов вам. Вот здесь Михаил Иванович Калинин стоит. Видите, как здесь берегут истории страны в этом дрожжаном. Просто удивительно. Вы были. Дети придают, Уверенность в будущем. да, и авторитет. В твою пользу, между прочим. Ну, Бог-то есть.
Герои никогда не умирают. Герои в нашей памяти живут. Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на знаменательном событии в жизни нашей школы и района – открытии бюста народного писателя Чувашской республики Николая Филипповича Ильбекова. Шорщили, пит, уян, дан. Чабадух машин земсен. Чабанбек Мухтар Наяти. Чалдахуши Сержиче. Юльдубе, Камахтарство, Садкивели Тубре, Шомарсторике, Мухтава, Акшисватпер, Ильбеге. Куращагар Волгожерти, Шире, Хамлах Яранца. Буянлафе, Каварлафе, толпа литература нас. Ева Курныш, вышла в горне, Венгия тоже Курныша, Парперех был партер юлна, Я же гаде, Халыхра. Курнышра, Ужусман, Ташмана, Баранман, Улапла Парпербек, Улна Пиринильбек, Выречун Пырбек. Саванада, Мухтанада, Ултарула Яндышпе, Малашне, Дегиль, Яча, Пуле, Сегодня на торжественном открытии бюста присутствуют почетные гости. Глава Шимушинского района Юрий Федорович Ермолаев. Глава администрации Шимушинского района Владимир Васильевич Денисов. Генеральный директор ООО «Чувашгоснаб» Валерий Михайлович Антонов. Заместитель главы администрации Шимушинского района Александр Васильевич Амеев. Художник, скульптор, заслуженный работник культуры Чувашской республики Николай Григорьевич Кондрашкин. Представители районной газеты Шомаш-Жакопаля. Председатель Совета краеведов Шимушинского района Герман Николаевич Ларшников. Посвященный открытию бюста народного писателя Чувашской республики Николая Филипповича Ильбекова считать открытым. Сегодня на территории нашей школы состоится открытие бюста великому человеку, нашему земляку Николаю Филипповичу Ильбекову. И его жизни нам расскажет учитель чувашского языка Людмила Алексеевна Семенова. Ильбек Николая Бейді дұғыршар көйбелік мәшіқи, шуы екен бұнда құрметші. Шомаршы районе кереген, гечпір шомаршы ялінче ішқалны. Шап ялдақ волпушламыш школ білікне, қайра құрын var школінче варенье. Одан падыр екінші педагогика техникум подерне. Пәтпақат баздан школе учитель болса, что может рамой инспектор болса ишлене. Рам шушкара курма кучта, чуваш педагогика тут не подерне кучта, учитель болса, чуваш хаджаш ал редакция. Игорь солдатцер, Твадагун, Сурбан, Чисулма Кливара, Хурашагар, и Роман, Иги Генегель, Иги Томла, Роман. Ша Хурашагара Ширна Рамба, Утмал Белик Шул Шитрегажал. А в Лабулинде Хурашагара, Чваш Халахе, Утты Халах Семде, Ютчальхе Земчинеде, Кушарна выросла, болгарла, тогда Утты Чальхе Зем, Бебулаще, Хурашагар Романа.
Халидина Халах Юратса Вулай. Слово нашим дорогим гостям. Слово для поздравления предоставляется главе Шамуршинского района Юрию Федоровичу Ермолаеву. Дорогон, хакла дязем, хизебле коллега зем, Шамуршин зем, ханазем, сире бурнеде, банхи Павла, пальдеришли гон я тебе, чундеререн ошнан саламладыр. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые коллеги, жители Шамуршинского района, гости. Я приветствую всех участников церемонии открытия бюста народного писателя Чувашской АССР, уроженца Шамуршинского района Николая Филипповича Ильбекова, журналисту, фотокорреспонденту, участнику Великой Отечественной войны, имя которого вошло в историю Чувашии за выдающиеся заслуги в области художественного творчества. Хочу благодарить всех, кто участвовал в реализации проекта по созданию вот этого бюста. И пусть этот бюст будет для потомков наших всегда напоминать о выдающихся достижениях, как Ильбек Мигулая. Благодарим всех наших, кто участвовал в этом проекте. Поэтому мы преклоняемся перед ним. С праздником! Слово для поздравления предоставляется главе администрации Шамуршинского района Владимиру Васильевичу Денисову. Хакла Дязем, учитель Зем, Кильнях Назем, дорогие ребята, уважаемые учителя, приглашенные гости. Действительно, мы сегодня открываем нашему великому, уважаемому земляку бюст, памятник. Я недавно встречался с министром культуры, вот разговор был в таком характере. Действительно, очень много денег выделяется на обновление культуры, для ремонта культуры. Но культура же это не только само здание, это не только крыша, стены, окна, это именно память наших выдающихся людей. Одним из таких является Николай Филиппович Ильбеков. Поэтому мы должны делать все, вот молодое поколение, чтобы наши младшее поколение, скажем, знали лицо наших великих земляков. И вот поэтому мы в этом году собрались, решили установить памятник, бюст именно в средней школе. Были разные вопросы, и сейчас, наверное, будут говорить, там, почему не в Тройгизбе и так далее. Я хочу честно заверить, пожалуйста, хотите установить в Тройгизбе, установите. Таким великим людям, уважаемым людям, памятники, бюсты должны быть очень много. Мы решили, вот именно в Шамуршинской средней школе. Это у нас базовая школа, большая школа, одна из больших школ в районе. Что хочу сказать? Хочу сказать большое спасибо Владимиру Григорьевичу, скульптору, то, что он нас поддержал, помог. Но это я хочу заверить, это только начало. По указу главы Чувашской республики принято решение в следующем году. Это год выдающихся земляков. Мы только начали это делать. У нас в планах еще в районе у нас наших земляков очень много заслуженных, уважаемых. Мы эту работу будем продолжать. Помните, мы 3 года назад только установили нашему герою России Олегу Долгову бюст. Это здорово. Это тоже воспитание, патриотическое воспитание нашей молодежи. Вот это тоже туда же относится. И в планах на следующий год у нас очень много работ. Я думаю, в этом нас обязательно поддержит Николай Григорьевич. Всем хочу пожелать здоровья, успехов, а нашим детям учиться знать, именно знать лицо наших земляков, наших выдающихся земляков, которые прославляли не только свою деревню, район, но и республику. Спасибо. Слово для поздравления предоставляется начальнику государственной инспекции и надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской республики Владимиру Павловичу Дмитриеву. Добрый день, уважаемые шамуршинцы, гости.
Сегодня для Шимуши, для района, в принципе, и для республики очень важное мероприятие. Очередной раз мы сохраняем памяти того человека, который заслужил это. И на это происходит на территории, то, что вот как раз вашей школы, вам повезло. И я думаю, что вы согласитесь со мной, что наша республика, она богата своими героями, выдающимися людьми. Не зря сегодня идет обсуждение, как назвать следующий год. Вы, наверное, уже слышали, что у нас предполагается назвать году выдающихся людей республики. Сегодня происходит изучение, и большинство респондентов, я уже могу сказать, пожелали, чтобы год так и назывался. И вот именно, как Владимир Васильевич уже сказал, на следующий год уже планы есть и в Шимушинском районе. И я думаю, для таких специалистов, как вот скульптор здесь присутствует, будет очень много заказов в этом и на следующий год, чтобы сохранить именно памяти наших героев. Вырастали и Ильбек Мигулая, и Андрей Андреевич Николаевы, и Николай Васильевич Федоровы, и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо вам большое. С праздником всеобщим. Счастья, удачи, благополучия. Слово для поздравления предоставляется художнику, скульптору, заслуженному работнику культуры Чувашской Республики Николаю Григорьевичу Кондрашкину. Всем, Юлдаш всем, коллегам всем и последователей Миколая Ильбек в данном случае. Манасирас, Николай Григорьевич, вот вы ставите много памятников. Мы в Болгарии решили установить 80 памятников в музее Михаила Мефодия. Вы сумеете нам создать образ одного из чувашских великих писателей, поэтов? Ну, мы здесь встретились в Чувашской академии, и я объявил об этом, что появилась инициативу поддержали. Это был 17-й год. Значит, решили установить на Малой Родине у школы 3 избах Шимуша. Ну, встретились с людьми заинтересованными, взяли оттуда землю для доставки эту землю в Болгарию, потому что идея болгарская, мы намерены были делать памятник Болгарии, заодно установить и здесь. А в Болгарии он стоит с 18-го года, бронзовый бюст. Они тут же оплатили переводом 2000 евро. Это та сумма, которая хватила как раз отлить в бронзе этот бюст и отправить, доставить туда на самолете через своих московских друзей. Это был подарок от меня и от чувашского народа, прежде всего, болгарским братьям. Почему братьям? Потому что мы здесь все русские болгары. Они нас считают родными братьями, дунайские болгары. Потом я 3 раза побывал там, прочитал лекции. В 2015 году я их привез сюда тоже, организовали научную конференцию в Ульяновске, Чувашии, вернее, в Чебоксарах, Казани, Волгаре, Беляре, повозили. С тех пор мы с ними дружим так близко и так без слез не бывает. Они встречают, плачут и провожают. На самом деле чувство родственности у нас сохранилось. Они Миколай Ильбек любят так же, как и мы, потому что Ильбек воевал в Болгарии, освобождал Болгарию. Он даже женился на болгарке, там в истории есть такой момент, поэтому они его считают своим. И сегодня появился он
уже здесь, у нас перед школой. Он вернулся к нам. Принимайте вы его, примите должным образом и помните его мечты, планы, помните его биографию, как он трудно рос, получил образование и оставил яркий след по себе среди чувашского народа. Мы все здесь потомки Миколая Ильбека. Спасибо всем, кто поддержал этот проект, кто поддерживает мои дальнейшие планы. Сохранение исторической памяти для нас, для всех, это не пустые слова. Спасибо. Право открыть бюст предоставляется главе Шемуршинского района Юрию Федоровичу Ермолаеву, главе администрации Шемуршинского района Владимиру Васильевичу Денисову, генеральному директору ООО «Чувашгоснаб» Валерию Михайловичу Чувашской Республики, главному государственному инженеру, инспектору Чувашской Республики Владимиру Павловичу Дмитриеву, художнику-скульптору, заслуженному работнику культуры Чувашской Республики Николаю Григорьевичу Кондрашкину. Этот величественный памятник. Ой, вперед. Постепенно. Да, тянем. Ну что ж, Иваном, Таврунтонная секунда, Хован Сержевна и Похсавар Гунда, Хован потомок Замчинелле. Ван Гава хине деш. Халбилин лешенге үгерин мен акайде. Я был Хабаргинтин, Хабаргинтин, Краевитин, Пальтрех Каласите, Шагандек Павлович Дине, районом Павлович Дине, Павлович армейный молодец. Вот так путался Гребушварин давал. Он один Павлович Дине писатель Дегунамар, артистен, Остаксен, академик Централитет, Думайден Никлин. Вот. Я убежал в Истенин. Врендегенсен. Шалин день. Сам тихий бабушкине кислотой, аллерджон, биде чатма будет районда. Ты районде, ну, как районде пурум бекиден. Как кайса вот шуржа районде пурум. Вот так мы говорят, тузак ворот кей. Они выбрали Ильбека, понимаете? За что он более достоин для них. Да, конечно. Это мне было приятно, я удивился. Я говорю, почему нет? Есть, я говорю, народные художники, которые... Нет, ваш проект нам понравился, мы его ставим, они сказали. Все. И оплатили буквально через неделю, на счет у меня деньги, я уже обязан был его делать. Я его вылюбил буквально за 3 дня. Стоял мои коллеги, значит, профессор Куратков, профессор Егоров Николай Иванович. Они посмотрели, отлично, все схвачено, характер просто стоял. Он, говорит, был перчиком, говорит, ну, надо же, он, говорит, вышел как живой здесь. Я уже больше не посмел его трогать, глину, понимаете, он образ нашелся. Иногда бывает, долго ищешь, долго делаешь, он не совпадает, он похож на фотографии, но нет у него характера в образе.
это именно вот ильбековский характер, перчик. Это душа, да, была? Это один из чувашских академиков. Это на земле, это Булгаров. Белярия. Ну, это музыкант, он играет на этих чувашскую мелодию. Он играет чувашскую мелодию. Он был на совете большим человеком. Мы сегодня были, поснимали, я там все высказал. Ухтяров отверг этот проект. Ему не надо было, поддержал Владимир Васильевич Первый. Потому что он больше понимает, потому что 4 года проработал после техникума педагогического здесь, в Шамуршах он. Пусть он не говорит, что он не учился, он здесь работал учителем. Он учителем работал, инспектором РОНа работал. Да, здесь. потом. Нет, педитерство. И шкула, конечно. Ты правильно сделал. Виктор Николаевич, Николай Григорьевич сказал, там тоже поставим, пусть обратится ко мне. Если ему заветно. Мы ему изменим немножко. Давайте, поехали покушаем. Это Нагорного? Это Яковлев. Нет, кто делает? Нагорного, Володя. Владимир Нагорный, мой друг. Вернее, это не говорит о том, что я сам председатель национальной культурной автономии, я уже 20 лет там хозяин, понимаете? Я одного хозяина снимаю, другого ставлю, сейчас Мустаев там работает. Извините, со временем чуть-чуть возвышенность можно сделать? Возвышенность? Да, пол какой-то, нет? А вам, Марна Ильмиталаев? Силовой чизмеря, волонтарно хочу коломать. Да. Вот она полетела. Ну, нормально, уже кумбеки нормально. Конечно. Тогда можно было сантиметров 20-30 ну пусть Юрамаз, Хайра, со временем. Юрамаз? Нет, уже Илем Лямарбулат. Так занимали Харгенеге Хвараб, чтобы статья получилась. Ага. Так, девочки, снимайте потом, постарайтесь мне через глава администрации отправить на мою почту электронную. Так, подожди. Я буду дальше. Кузилен, если видел мои шлидер, скульптуры себе. Кузилен, мишен хотя бы. Это сотая работа, примерно сотая. Примерно сотая. Ой, это я К сожалению, сегодня только познакомились мы утром, но в течение дня, я думаю, мы общий язык нашли, и сразу понятно то, что человек очень оптимистичный, он очень жизнелюбивый, очень стремительный, работоспособный и работолюбивый, и главное дело, это человек своего дела. Безусловно, но правда. Да, но, конечно же, то, что среди нашего народа такие люди есть, и еще одна способность возвеличить тех людей, которые были, к сожалению, сегодня их нет, ну, да. но которые нас тянули к свету тоже, понимаете? Да. Вот это такая, это
это редкостное качество, поэтому, конечно же, Николай Григорьевич, дай Бог здоровья вам, дай Бог долгих лет в жизни, совместной здоровой жизни. Надеюсь, вы счастливы детьми и внуками, и дай Бог правнуков и праправнуков и так далее, чтобы род... Я рад, что имею в этом плане своих друзей, своих единомышленников. Вот мы с Олегом, я Олега называю братом. Почему? Потому что он мне духовный брат. У меня 6 братьев. Я зятя своего называл, вернее, его не в живых сейчас, светлой памяти, ушел рано. Я его 7-м братом назвал. Сегодня тот самый день, когда, в смысле, мы где-то в течение, наверное, пару месяцев сумели установить один из памятников. Один из 100 моих памятников, проектов претворили в жизнь общими усилиями. Я благодарен судьбе, что именно так мы постепенно продвигаемся, именно так мы поднимаем свой народ на более высокий культурный уровень. Поэтому сохранение памяти великих представителей чувашского народа – это моя основная работа. Призвание, наверное. Да, ну, наверное, это уже все превратилось, смотри, как метеор. Он летит. Куда он летит? Ему думать не надо. Он летит, главное, делает свое дело или освещает, скажем, вот, планеты, прочее, родили для чего-то. Николай Григорьевич, я добавлю здесь. Над этим думал вот о твоей судьбе. Из какого ты теста человек? Вот люди, наверное, приходят, и не зря, и определенно по каким-то целям. Их, видимо, отправляют на землю, ну, скажем так, условно, Всевышний. И вот я подумал, что на протяжении, а я тебя уже, наверное, не меньше 10 фильмов снял, где ты творишь и свои творения приносишь или преподносишь народу, людям. Для чего? Для будущих поколений. Конечно. И в этом таком, скажем, действии, наверное, ты себя оставляешь в памяти народа на многие, я уж не знаю, Богом данное время. Это произвольное уже. А цели, задачи, в смысле, они идут тоже оттуда, из глубин наших веков. Были великие представители, которые тоже вели народ к светлым целям, начиная от Кубрата, 7 век, создал государство Великую Болгарию, его сын создал государство Дунайскую Болгарию, другой сын Катрак создал Волжскую Болгарию. Они создали самые современные государства. Это наши корни, это наши чувашские представители, наши древние, самые славные предки. Они создали эти государства. До этого не было государств. Были каганаты и прочее, все это разные. Другого плана там люди группировались, общались. Вот. Более современный уровень поднимали именно наши предки. Вот, болгары-чувашские. Вот от этого она идет как раз. Я сегодня уже говорил журналисту местной газеты, рассказывал, что далее, так судьбе было угодно, мои 10 учителей оказались учениками Яковлева, самого Яковлева, понимаете?